ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 12:00. Руководство Следственного отдела по городу Сосногорску озвучивает итоги работы за 2014 год. Закончено расследование 63 уголовных дел. Основная категория – тяжкие и особо тяжкие преступления, то есть убийство и причинение вреда здоровью. Раскрыт ряд налоговых преступлений. 2 предпринимателя, которые скрывали доход и отказывались добровольно платить, пополнили государственную казну на 7 миллионов рублей. Помимо этого, Следственный отдел занялся резонансным для республики делом. Выявлен ряд преступлений, совершенных сотрудниками ГИБДД, Министерства внутренних дел по Республике Коми. В настоящее время привлекается бывший начальник ГИБДД, привлекается один из инспекторов. В отношении другого инспектора уголовное дело уже направлено в суд. Растет количество преступлений против несовершеннолетних. В прошлом году завершили уголовное дело в отношении педофила. 17-летний уроженец Инты учился в ЖД-техникуме. В свободное время совершал насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними. Его жертвами стали 4 девочки от 6 до 11 лет. Задержали преступника в Ухтинском торгово-развлекательном центре. Данное уголовное дело было в 2014 году направлено в Верховный суд Республики Коми, и Малахов был признан виновным в совершении данных преступлений, и ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. А так как Малахов, осужденный, являлся на момент совершения преступления несовершеннолетним, а именно ему было 17 лет, верхний предел наказания по действующему уголовно-процессуальному законодательству, уголовному праву составляет, не должен превышать 10 лет лишения свободы. Но с учетом того, что в уголовном деле имелись явки с повинной, от него суд принял такое решение и назначил 7 лет лишения свободы. В Сосногорске снижается количество преступлений против личности каждый год на 5–10%. Если в 2013-м тяжких и особо тяжких преступлений было 28, то в прошлом году 23. На данный момент следователи занимаются делами прошлого года. Пока в Сосногорске все спокойно.